Доброе утро, дорогие телезрители! Я напоминаю, что сегодня на календаре 15 мая, и в этот день во всем мире отмечается Международный день семьи. Кстати, в гостях у нас сегодня семья Альдиевых. Доброе утро! Рада приветствовать вас сегодня у нас в гостях. Залина, вот вы многодетная мама. Расскажите, пожалуйста, как вообще вы справляетесь со своими обязанностями? Время вообще на себя у вас остается? Если честно признаться, для себя не остается. Больше времени у меня, почти все время у меня уходит на этих троих. У меня их трое, на этих трех пацанов у меня все время. Целый день практически. Сложно ли? Не сложно. Я эту сложность не представляю. Наоборот, я с ними радуюсь какими-то ими достижениями. Каждый день у нас какие-то достижения бывают в разных направлениях. И в школе, и в секциях они, которые ходят. А вообще, Залина, какие посещают кружки, секции ваши сыновья? Старший у меня посещает кикбоксинг. Муса, расскажи, у тебя получается совмещать школу и секцию спортивную? Да, у меня получается. Сложно ли? Нет, я постепенно научился. А вот в школе какой предмет тебе наиболее интересен? Математика. Математику любишь? Да. В будущем кем планируешь стать? В спорт уйти или другую какую-нибудь профессию, другую сферу выберешь? Спорт. Все-таки спортивный, да? Да. Хочешь пойти по этой стезе? Да, спортивный. Еще какие секции посещают ребята? У меня этот второй, его зовут Иса. Он ходит на секцию дзюдо. Иса, расскажи, пожалуйста, а тебе что больше нравится, в школу ходить или спортивную секцию посещать? Спортивную секцию. Ну, ответ, в принципе, очевиден и логичен. Мальчики, конечно, больше любят, спорт. Смотри, ты, наверное, участвовал, в каких-то уже... расскажи о тех мероприятиях, в которых ты принимал участие. Куда вы ездили на спортивные эти игры, может быть, соревнования? Куда ездили? Пока я не еду. Это, наверное, внутри, да, у нас в Ингушетии проходили? Да, чисто они у нас в Икажеве есть ФОК, они там участвовали, а пока они не выезжали. Он не выезжал. Сколько лет тебе, Иса? 12 лет. 12, маленький еще. А уже пока, наверное, нет, каких-то например, в будущем я хочу стать, я не знаю, врачом или, я не знаю, пожарником. Есть уже у тебя мысль? Все-таки тоже в спорт, они планируют в будущем? Больше школу, они обе что-то выбирают. У меня больше спортивные занятия после школы как-то. В принципе, мальчики не всегда, думаю, так все любят, спортивные секции. А самый маленький ваш, как зовут? Сайфула. Сайфула, какое имя красивое. Расскажи, а тебе что нравится? Ему пока, сколько ему лет? Ему 6. Тебе 6 лет? Да. В садик ходит? Или уже в школу, в первый класс? Садик. В садик. А что тебе нравится в садике? Там какие у вас занятия проводятся? Лепка из пластилина, может быть? Да. Рисование? Мне нравится спорт. Ой, тоже спорт. Спортивная семья. Я в прошлом году в всероссийском конкурсе участвовал по рисованию, и мы там второе место получили. Ой, какой умничка. Мы с собой привезли, чтобы вам показать. Посмотрим обязательно. Молодец, Сайфула. И тоже в Москве мы тоже на реабилитации были с ним. И тоже участвовали в конкурсе, тоже первое место получили. Ой, какой талантливый мальчик. Просто он у нас особенный, ребенок с ДЦП у нас более как-то. А так у него интеллект сохранен. Поэтому мы его везде, во всех конкурсах, где бы мы ни участвовали, где бы я ни участвовала, он всегда со мной на первом месте. Нет, молодец, на самом деле, умничка. Залина, вы все свое время, как вы уже нам сказали, посвящаете детям, Вы не работаете. Расскажите, пожалуйста, вообще как вы распределяете между ними? 3 мальчика, совершенно у всех разный возраст, разный характер наверняка. Как вы время распределяете? Как вам нужно понимать, как с кем общаться, что кому нравится? Сложно ли справляться вообще с этим совсем? С утра они у меня в школу уже. Где-то в 3 часа они со школы приходят. Больше, пока они в школе, я занимаюсь с 3-м ребенком. Мы массаж, дома, все. Реабилитация, больше я с ним дома вожусь, пока они в школе. Они со школы приходят, пока покушают, пока домашнее задание сделают. Потом они любят в компьютер больше играть, но я им больше запрещаю, поменьше, чтобы они сидели за компьютером.
А так они после компьютера, после уроков сразу же в секцию уходят там. А в данное время, сейчас Рамадан месяц, они все эти секции, все это оставили, и чисто в мечеть они у меня ходят. Обязательно и религиозное воспитание Да, дома. Они у меня и пост держат, и ламу сделают. И вот самый младший тоже у меня. Уже Им подражает, да, очень даже любит, постоянно с ними. Даже в мечеть за ними плачет каждый день, но мы запрещаем ему. Со стороны все говорят, как сложно, Да. но я этой сложности как-то не чувствую. Мне как-то в радости с ними все делать поочередно. Ну, это самое главное на самом Характер у всех разный. деле. И каждому нужно наверняка найти Индивидуальный подход, да. Каждому ребенку у меня индивидуальный подход. Кого-то надо ласкать, кому-то надо. С кем-то построже, да? Да, да, да. Залина, вот я смотрю, вы принесли семейный альбом с фотографиями. Вот хотелось бы посмотреть. Покажите. Но это У вас такой, ну, знаете, такой Да. большой альбом, как будто бы фотографируете каждый больше момент. у нас это как бы мы в прошлом году участвовали в конкурсе «Семья года», Ага. и в номинации «Сельская семья» мы получили первое место. Этот поздравляю альбом, вас. который там участвовали, я с собой принесла, чтобы вам показать. Покажите. полностью, да. На самом деле интересно. Вот Это тут, портфолио. мгм. Это То есть у вас вот так, да, он оформлен? Как интересно. Да, да, это в прошлом году мы участвовали полностью. Это описание нашей семьи, наша родославная, вот бабушки, дедушки, папа, О, мама. Как красиво, как интересно. Вот Мгм. это наше село, это наш, Да, и Кажевская мечеть. мечеть, где наши дети ходят, в принципе. Вот эти, они сами. Вот это они занимаются дома, Да, 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 спортом? У да. вас тренажер специальный? Есть, да. Я им купила, чтобы они занимались дома, они сами занимаются. Это Сайфулашка у нас тоже, и мы забыли сказать, он у нас в бассейн ходит, у нас... Умеет плавать, да, Да, он очень даже хорошо, даже сама инструктор удивилась. На 10-м занятии он уже сам плавал. Какой умничка. Да, вот у нас этот Ой, второй. смотрите, вот медали. А что ж ты не рассказал, что у тебя медали есть? Они у меня такие стеснительные. Очень. Да. И вот это с одноклассниками, они у нас полностью в 2017 году год экологии был. Вот мы там ну, полностью, субботники, да, мусор, все это мы очищали с детьми. Это мы на море с детьми были. Залин, вот вы сказали, что участвовали в конкурсе, да, «Семья года». Расскажите вообще, что это, когда этот конкурс проходил, и вообще, ну, как вы участвовали в нем? То есть это вы сами подали заявку или вас как-то выдвинули? Вот расскажите, пожалуйста. И что вообще нужно было для участия в этом конкурсе? На этот конкурс я попала не случайно. Позапрошлом году там участвовала семья Гагиевых, и мне очень так хотелось, чтобы тоже моя семья участвовала в этом конкурсе. И я посмотрела полностью, в каких номинациях наша семья больше бы подошла бы к этому конкурсу. Там 5 номинаций было. И больше к нашей семье подошла номинация «Сельская семья». Так как мой муж получил с Минсельхоза сельскохозяйственный грант. Наша семья участвует во всех сельскохозяйственных ярмарках. Это больше муж участвует, но наша семья вся, можно сказать. И как-то достижения у нас были, и у меня были, и у мужа, и как бы у детей было. И я собрала все свои документы со всех школ, их грамоты, характеристики сельсовета. И посоветовавшись с нашим сельсоветом, с управляющим сельсовета, она мне сказала, очень даже хорошо подходит ваша семья, мы вас поддержим, участвуйте. Вот так я собрала вот эту данную папку, и так я участвовала в этом конкурсе. Ну что ж, я вот рада, что вы победили. Вы действительно достойны этого звания «Семья года». Поздравляю вас еще раз с этой наградой. Спасибо большое. А также я домашние свои хлопоты как бы разделяю. У нас есть группа мамочек. У нас она вначале мы в WhatsApp были, потом мы организацию сделали. Организация родителей детей-инвалидов. И всероссийская организация родителей детей-инвалидов у нас есть. Я являюсь соучредителем этой организации.
Мы очень много, во всех инстанциях, можно сказать, у нас были, решали проблемы наших детей, особенных детей. Буквально неделю назад мы были у главы нашей республики. У нас очень остро стоял вопрос с транспортом. И как бы буквально вот утром мне позвонили, сказали, что у нас будет транспорт, именно чтобы наши дети, мы своих детей могли вывозить за пределы республики, дельфинарии, на реабилитацию как-то. У нас не было транспорта. Мне утром позвонили, сказали, что нам уже транспорт предоставили, автобус. Вот так нас порадовали от главы республики. Залин, спасибо вам. Я вижу, у вас действительно такая вот образцовая, хорошая семья. Вы правильно воспитываете своих детей. И напоследок дайте советы мамам. Как вообще воспитать вот такую семью? Я не думаю, что наша такая вот образцовая семья, как-то обычная наша семья. Вот просто я же больше бы сказала бы родителям, именно родителям, не маме, не папе, а обе родителям, чтобы они своим детям больше внимания уделяли, чтобы свободное времени у них меньше было. После школы, что бы они ни делали, я их постоянно, они у меня целый день заняты. Детей просто так оставлять нельзя. Сейчас такое время. Вот больше внимания уделять своей и любить. Любить, любить и любить. Отличный совет. Спасибо, Залина, за то, что пришли к нам сегодня. И вам спасибо, ребята, за интересную беседу. Спасибо вам тоже, что нас пригласили. Очень рады. Дети тоже рады.